почему он напал, интересно. Что-то он копал или уже себе берлогу копает возле самого берега. Напополам я березу спилил и так и не сломалось все как-то. Может на дне уже там, фиг знает. Это держится еще. Такой ударчик. Такой ударчик. Этот поворот я здесь, этот берег, как бы река там шла. Я лопатой перекопал и напрямик река пошла. Такой поворот. Поворот такой. Раньше там ездили мы. И вот здесь. Буквально 10 метров. Где-то, лопатой я поработал и река вот напрямик пошла. Вот так вот. Так что там небольшая старица стала, чтобы сети закидывать там туда-сюда. Конечно, что-то рыба там тоже туда не заходит, не понимаю. Может, ручья нету из-за этого. Что-то уток нету, нифига. Сколько уже еду. Ни одной утки. Медвежьи следы вчера здесь видели мы. Вот здесь он. Здесь перешел на север. На север перешел, а там уже идет. Потом опять на юг перешел. Интересно, ходит. Поднимается, я смотрю. Потихоньку. Потихоньку поднимается, как думаю. Потому что ниже я не видел следов больше. Ладно, выключаю, могу пропустить утку. Вдруг там утка где-то, увидим утку. А, вон лось. О, блядь, промазал. Или медведь. Кто он там был-то, блядь? А, вон, лось. Лось. Не знал, в кадр попал, нет. Лось-одиночка. Да, это лось был. Я думал, медведь, блин. Лось был, лось. Опа. Один. Мельком заметил. Ну, хороший. Без рогов вроде как-то было. Рога не видел. Да. Это был лось. А вон, смотри, что он буянил. Смотрите, ребята. Нифига, здесь гон на какой-то у них. Ничего себе, посмотри. Что тут творится она? Нифига. Первый раз так возле берега, так чтобы. А да чувствуешь, нет? Нифига. Лощара тут. Ну-ка посмотрим. Он, наверное, уже на берег поднялся, а потом уже я заметил его. Так, причалили. Пойдем глянем. Интересно, возьмем. Опа.
О, блядь, скользко тут. Нифига тут буянит. Ты смотри, что натворил тут. Лежал и что тут не делал. Ну. Блять, пиздец, он там еще нахуй. Ебал. Чтоб залезет на меня. Хоп, 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 хоп. Медведь. Ребята, ебать, нападает нахуй. Фу, блядь, пиздец, как лось нахуй. Я охуеваю. О, блядь. Это да. Нихуя себе, блядь. Айда. Фу. Так, ребятки. Вот тебе и медведь. Этот, как его. Локса. Сойди в пизду, надо уебывать отсюда. Пока не сожрал нас, нахуй. Чуть, блядь, под лапу не впали ребятами, нахуй. Ебал, как он напал на нас. Фух. Блядь, думал, лось там, нахуй. Любопытство меня потянуло, нахуй, на него. Я ебу, нахуй. Как в натуре лось, нахуй. Какой там, может быть, в кадр попало, блядь. Я в воздух стрельнул один раз, нахуй. Напугал его как-то. Фу, не знаю, потом. Нихуя себе, блядь. И главное, на собаку пришла, нахуй. Почему так, нахуй? Ну нахуй. Сейчас еще поднимусь, может заснять удастся. Куда он убежал, блядь? Ебаться в рот. Вот это туша, нахуй. Больше лося, блядь. Ну все. Собака напугалась, нахуй. Я в лед как его воздух стрельнул. От испуга тоже, блядь. О! От крика так-то остановился он. Ебаться в рот. Вообще пиздец. Блять, камеру так можно сломать, на. Не знаю, куда он убежал. Нет. Рисковать нахуй не буду. Сейчас ездим по-быстрому там вниз. Главное, что убежал, блядь. Ебал я в рот, нахуй. Встречаться с такими машинами, нахуй. Вон. Ебал. Ну, немножко я поматюгался тут на этом видео, но ничего. Все, успокойся, вон все творил. Все, выкопал. Ладно, поедем дальше. Не знаю, в кадр, ребята, попал, нет, на что получилось. Я сам испугался, честное слово. Фу.
вот все трещат, ребята. Я испугался, блин. Буквально прибежал, так резко остановился на больше моей лодки. Голова такая, не знаю. Самец такой огромный, блин. Такой серый. Серый и... как его... с седыми волосами. Почему он напал, интересно? Что-то он копал или уже себе берлогу копает возле самого берега. Я думал, лось там бежит. Возле самой избушки. Буквально километр. Что-то мне боязно, ребята, становится. Вот тебе и рябчик. Пойдешь на рябчика там, блядь. Он под елкой сидит. Я и смотрю, как-то песок, как будто без этих копытных. Не могу отойти. Испугался я. Что это, 20-й калибр? Воздух выстрелил, чтобы испугать, не знаю куда, в какую сторону он побежит. Сейчас на пару километров я ниже того места. Но все равно, если уж начали мы сегодня на охоту сходим, но не знаю, что дальше будет. Не знаю. Но хозяин тайги что-то недовольный, предупреждает меня, выгоняет. Не знаю. Ладно, сейчас я перекурю немножко и сходим. Крупный самец. Очень крупный, я вам говорю. И главное, нападает, блядь. Не знаю, на собаку или... Ну, хоть остановился. Если бы не остановился, там лодку разбил и меня... Фиг знаешь, что сделал бы. Так-то у меня в руках ружье было Не знаю. Поймали просеку. И по этой просеке километра 2, наверное, вот такая палка у меня в руках. Километра 2, наверное, так будем идти. Здесь, конечно, никого не встретим. Дичи нету тут, но все равно надо идти. Это нехорошее место. Сыро тут, противно, блин. Все ужасное место. Вот так вот идем. Все, сейчас без зайду я в тайгу он точно не выйду. Хоть какой-то знак может даст. Вот так вот. Что-то в этом году зверей много, блин. Никак отойти не могу. Все трещет еще. Ты хоть что-то думай. Мысли какие-то все равно идут. Те минуты встречи с медведем сегодняшнего. Думаю и том, и другом. Все равно мысли об этих минутах. Вот так вот. Ну все, идем. Как выйду на сухое место, где уже будет охота, будем снимать дальше. Пришли оттуда, перешли это сырое место, где-то примерно час времени ушло у меня. И здесь у меня тут сразу услышал свист рябчика. Собака вряд ли что получится, но тишина. Не будем терять времени.
Но здесь уже все сухо. Все сухо и приятно идти. Так что сейчас передохну и дальше в путь. Потихоньку идем. Здесь небольшое, небольшое болото. И вокруг этого болота будем идти потихоньку, не спеша. Чтобы слышать каждый взлет или треск, что есть в лесу. Так что потихоньку будем идти. Собака работает, ищет. Бегает. Ну ладно, мы идем пока. Дальше будем идти. Смотрите, какая красота. Не могу насладиться. Такая красота, такая природа. И почему-то нету дичи. Уже сколько идем. Тишина. И собака спокойно себя ведет. Видно, что дичь не ходила тут. Или нету, не знаю почему. Идем потихоньку. И сейчас зайду в тот лес поглубже. И там еще буду идти. А там дальше придет вырубка. И возле вырубки еще побродим. Посмотрим там. Ребят, подходим к вырубке. Немало уже мы прошли. И за это расстояние только одного рябчика я видел. Вообще тишина. Лес пустой. Еще надежда возле вырубки. Такой полукруг сделаю. Возле вырубки. И там еще кружочек сделаю. Почему-то тишина. Не понимаю почему. Айда тоже себя спокойно ведет вообще. Ничего нету. Сойка одни только. Только сойка одни. Я не спеша иду, спокойно так. Спешить некуда. Целый день у нас впереди. Вон она, это вырубка. Вырубка еще молодая. Рябчик там впереди по пути нам. Рябчик свистанул. Но собака разгонит их. Вырубка, наверное, 10 лет еще нету. Также уже давала мне дичь. Это вырубка. Глухарей из этих вырубок я уже стрелял. С их сосен. Но в этом году как-то почему-то тишина. На вырубку выходить не буду. Вдоль вырубки так буду идти. Безветренно сегодня и шум под ногами. Кополуха. Слышали это кополуха? Ну. И айда начала лаять. Ладно, потихоньку я буду подходить. Чего же так нечетко она лает, не понимаю. Она тут точно там сидит. Короче, айда перестала лаять. Я не знаю почему. Там бегает, лает. А кополуха оказался он на том вот, наклонной сосне, которая с наклоном стоит. Она там, оказывается, сидела
И как только я заметил, она взлетела, и там еще дальше несколько штук их было, штуки 2, наверное, может и 3, так не понял. Они тоже вместе взлетели и полетели на вырубку, может еще там удастся увидеть. Ну, пойдем посмотрим там на вырубке еще. Возле вырубки, как и говорил, будем идти, может, туда не сели, поснимаем немножко. Смотрите, сколько брусника тут. О. Но он очень далеко, если собрать и нести. Я уже очень далеко от избушки. До речки, имею в виду, там моя лодка. Но здесь бывает побольше и покрупнее. Что-то в этом году совсем мелкие. Уже с той опушки иду по дороге. Здесь трасса уже зарастает тоже. Потихоньку идем. Чуть-чуть ветерок поднимается. Ветер со спины от меня. Такой кружок там сделаю. Кружок сделаем. Может, кого и встретим, увидим. Но погода вообще сегодня. Погода супер. Отличная погода. Только выключил камеру, ребята. От собаки возле самой дороги. Какая-то птица взлетела. Не то глухарь, не то кополуха. Толком не рассмотрел, но далеко было. И через вырубку полетел туда. Ну, в принципе, по пути там посмотрим еще. И заодно чай надо уже попить, передохнуть. Но там сидела. Посмотрите, эта мишка тоже тут ворошит. Вот какие силы у нее. Запросто так возле пня там копает. Чего силы у него. Что он ищет тут? Какую еду, интересно. Ковыряет. Мы тут уже вдоль вырубки уже круг делаем. Пока тишина. И, видимо, птица далеко улетела куда-то туда, но там места вообще фиговые. Там болото, сыро, неприятно вообще. Я один раз там, дорога там идет вниз. Я один раз спускался, что-то мне не понравилось. И зимой еще на лыжах проходил. Даже зимой как-то не очень хорошо идти тут. Завалы там туда-сюда. Но у нас еще на сегодняшний день есть место, где будем ходить. Здесь эту вырубку сейчас пройдем и дальше в тайгу зайдем. По тайге еще побродим. Возле болот там. Нет, на деревья они не сели. Фиг знает, куда улетел там. Солнце выглядывает. На пенек сесть бы, да, чай попить, что ли. Вон какие пеньки у нас. Так. Хороший лес, видимо, тут был, когда рубили. Пни большие. Яйда что-то подводит меня, как-то лает нечетко. Лает и оставляет. Фиг знает почему. В прошлом году как-то хорошо лаяла, а в этом году что-то тактику поменяла. Оставляет дичь. И где она? Где бегает?
Надо в этой стороне бегать, а она фиг знает, где она. Хоть видеть где. Вон сзади идет. Бежит, то есть. Вон она. Айда, чё сзади ты идешь? Давай вперед, впереди меня. Ищи впереди. Давай там еще будем. Сходим вон туда. Этот уголок еще проверим и на дорогу обратно выйдем. Хочется по этому уголку еще. В этом уголке посмотреть. Ну, так красиво тут. Красиво, несмотря на вырубку. Здесь иногда бывает встречаем дичь. И сегодня взлет был. Взлетел и не сел. Куда-то хрен его надо летел. Сквозь куда-то в тайгу. Ну и тут уже все зарастает. Уже вон подсад такой уже с моего роста. В мой рост, то есть.